toen de dan weet dan oorsprong de goede uit als je dood is als iets is goed van dat ja والله dan والله wat de wat de dienst dan wat de dienst zo moet is dienst wat je afraas wat moet dat natuurlijk maar doks dan daar de tuur hoe die dat ja hoe die doet maar wat hij doet hoe die dan weet dat wel كلمة ريحان وقاهي قدو تقليل إنه ماما داتسة صح أكورد وعطاور هي وماما داتسة تعتيش بيخ شيء تيت دول دي تيش بيخ يامن تقلق تا شيء يحقويت شيوش يعنز دين تيش بيخ بين دار دوش ملا دوش أعيام هنت يوخ أعمل خي هنت دوخ بوش حيزور خي وما ترجع شيء ديغ هنت دو بوش دون ملك حول حوالي نمزع هونس هناك شيء يحيط شيء بوسر بوال مت بيتن بات دوكين خويج ستروش بيت بالبوش هوبو عتشت ما دوتشت أخش هو دوكس عالي لام زمار هادوش Произошел крупный бой. В МВД республики пояснили, что подразделения милиции в лесу обнаружили вооруженных бандитов из группировки Дока Умарова. В перестрелке одного боевика уничтожили, остальным удалось скрыться. Предположительно, в группе до 15 человек, среди них 2 женщины. В эти минуты поиски продолжаются. Личность убитого уже установлена. Это бывший сотрудник милиции, находившийся в федеральном розыске. Уничтожен один, но по оперативным данным со слов преследующих, ранено еще 2 и волокуты. Группы их преследуют, подключены авиация, в том числе имеется в виду вертолеты. Никто из 3 преступников явно не ожидал, что похищение Галаса Таймасханова, совершенное ими 14 лет назад, будет раскрыто сегодня. Все они были задержаны весной этого года. Залимхан Идигов, Алик Мамакаев и Алихан Нилаев, бывшие сотрудники МВД в январе 1999 года, избили и похитили Таймасханова. Полгода свою жертву они держали в плену, требуя выкупа родственников похищенного в размере $1,5 миллиона. Однако Таймасханову удалось совершить побег, а деньги преступники получить так и не смогли. И только за последние полгода следствию удалось раскрыть это преступление. Вердикт присяжных в конце ноября: все 3 признаны виновными. Вступили в преступный сговор на похищение их общего знакомого Таймасханова ГС с целью получения выкупа в особо крупном размере за его освобождение. К расследованию по делу о похищении Таймасханова руководство МВД в феврале этого года из РВД Тумкалинского района был привлечен Магомед Дашаев. Именно он раскрыл всех участников бандгруппы благодаря грамотной тактике опроса свидетелей и сбора старых улик. Выяснилось, что близкий друг семьи Таймасхановых, бизнесмен Адлан Иналов, стал организатором похищения своего друга. Это позволило вооруженной банде легко войти в доверие к семье с целью тщательного планирования похищения. Родственникам Таймасханова были предприняты на тот момент большие мероприятия, в ходе которых при поступлении информации какого-либо характера об этой информации были осведомлены сами Иналовы, в ходе чего предупреждали преступников о намерениях Таймасхановых, и за счет чего, в принципе, не удалось на тот момент раскрыть это преступление. Сегодня днем судья Верховного суда Чеченской Республики зачитала полную предысторию результата уголовного расследования по делу о похищении Галаса Таймасханова. В итоге, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, суд вынес приговор в отношении бандгруппировки, лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Алихану Илаеву 14 лет, Алику Мамакаеву 15 лет и Залимхану Идигову 16 лет. Все 14 лет ожидания. Мои ожидания, моей семьи, моих родственников, которые пострадали в силу всего этого, что проходило. Ну, справедливость восторжествовала. Преступники не ушли от наказания, и что это будет примером тем, которые вообще могут помышлять и могут в голову даже такое прийти, что наказание неминуемо в нашей республике, в нашем государстве. Организатор бандитской группировки Адлан Иналов, работавший в органах МВД, был убит 5 лет назад при перестрелке с членами незаконных вооруженных формирований.
Организатор бандитской группировки Адлан Иналов, работавший в органах МВД, был убит 5 лет назад при стрелке с членами незаконных вооруженных формирований.